Ассаламу алейкум, вежири и жири. На прошлой неделе мы подали уведомление о проведении митинга 26 по 28 марта на городе Магасе, на площадке перед телекомпанией, на том месте, которое стало очень любимым для жителей нашей республики. К сожалению, правительство республики нам согласовало другое место в Назрани перед ДК, но мы на следующий день обжаловали это решение правительства в Магасском районном суде, одновременно обжаловали его в республиканской прокуратуре и надеемся, что наши требования будут удовлетворены, и мы все-таки проведем этот митинг в Магасе, там, где мы планировали его. Мы все с вами наблюдали, насколько безответственные, они и были безответственные, но вот прошло уже 6 месяцев, они продолжают быть такими же безответственными. Это депутаты нашего Народного собрания. С какой легкостью они принимают решения, которые могут стать большой трагедией для нашего народа. Поэтому в любом случае, даже несмотря на то, что глава республики, который фактически узурпировал власть сегодня в нашей республике, хотя именно народ является источником власти, единственным источником власти, несмотря на то, что он заявил, что он отзывает свой проект референдума, тем не менее мы считаем, что мы должны выйти на площадь и заявить, потому что митинг – это наше единственное оружие. Я призываю весь народ Ингушетии выйти на митинг. В первую очередь призываю своих коллег, учителей, преподавателей, выйти на митинг и привести с собой своих студентов. Еще Отто фон Бисмарк сказал, что войны выигрывают учителя и деревенские священники, потому что именно то, что вы вкладываете в детей, именно с этими принципами эти дети потом будут устанавливать власть, руководить страной. Поэтому призываю всех выйти на митинг и заявить о своей позиции. Мы должны показать, что мы живем в гражданском обществе, что у нас общество гражданское сформировалось, и мы не позволим никому узурпировать власть и диктовать нам свою волю. Баркал.